Сегодня 19 марта 26 года, и по обыкновению, по обычаю, последний день до захода солнца мы посещаем кладбище. И проходя вот через старую часть кладбищ, где вы видите вообще-то новые надмогильные плиты, не потому что это новые могилы, а дело в том, что этот сектор был еще, как очень много разбитых было еще в войну, после того, как люди погибли еще. И вот увидел новую вот эту вот плиту с табличкой Муталипова Мария. И мне сразу вспомнился этот день, этот момент. Это все, дальше все было пустое. Представляете? 95-й год. Дальше это все было пусто. И это невозможно забыть. Это постоянно у меня перед глазами. Всю жизнь эта картина. Всякий раз, когда слышу песню Вахида Аюбова Далгештольца про выселение, где есть слова на чеченском «Садак чуада им хирбумох, ага техкен болу, садак чуада им хирдубер, на налех на йолу, садак чуада им хирдудош, ассалардин долу». Что в переводе означает: я никогда не забуду ветер, который выл ту ночь, я никогда не забуду колыбель, который раскачивал этот ветер, имеется в виду пустую, и я никогда не забуду ребенка, который искал свою мать, я никогда не забуду слово, которое однажды дал, но не сдержал. И вот этот момент как раз-таки напрямую связан с этим моментом, когда в тот вечер очень много убитых, раненых, с этого ущелья прилетело 5 вертолетов. Это был третий день празднования Рамадан, второй или третий, окончание поста. Представляете, тогда тоже было в марте месяце, получается, в начале. Уже какой оборот прошел календарный. И самое в ту ночь все внимание привлекал к себе один ребенок. Маленькая девочка, без ног, выше колен, лежала и звала свою мать, которой уже не было. И несколько лет назад я увидел, я смотрел, наблюдал за ней. И у меня все перевернулось. Я думал, знает ли она, сколько братьев называли ее своей сестрой, и сколько братьев не вернулось, не выдержав этой картины. И в тот вечер мы с Бекбулатом, моим другом, бегали по больнице, видели эту картину. Бекбулат не сдержал, он был человек очень-очень доброй души, такого мягкого сердца. И потом, когда поздно ночью, когда его не было, потом выяснилось, что Бекбулат ушел с группой боевиков, который приехал в тот вечер в Ведено, чтобы увидеть, что тут случилось. И спустя 2 месяца Бекбулата не стало. Это уже новая надмогильная плита, как и многие здесь. Разбитые войной не только камни, не только сердца и души, но и даже камни. И эти стелы — это те, которые погибли в Первую войну. И вот Бекбулат 73-го года. Представьте себе. Вот в июне мой друг-сосед тоже прямо во дворе погиб. Это вообще самая первая жертва среди нас. 73-й год тоже, видите, это мой одноклассник. Мы его назвали Эдуард, Эдик. Он прямо сгорел целиком в машине. В немой тиши, с земли прохладном чреве, покой свой обретя в святом бою, лежат сыны в безволном, грустном плене, но души их покоятся в раю. Последние минуты месяца Рамадан 26-го года, и пройдя через это кладбище, это одно из кладбищ, из 3 кладбищ Ведено, Дачное Ведено, когда понимаешь, что вот эти сотни людей,
Не только, допустим, за последние 10 лет официально у нас в селе мы похоронили где-то 1000 человек. Представьте себе, ну минимум, если, допустим, за эти 10 лет, если не было тебя дома, ну вдруг, допустим, ну 900 точно похоронены. Это я говорю минимум при моем присутствии. Все 1000 человек — это те, кого я знал близко. Люди, с которыми общались, вели какие-то отношения, с которым какая-то история жизни. И это до сколько умерло, еще после сколько еще умерло. Понимаете, вот по сути мы, чеченцы, пребываем в постоянном стрессе. Недели постоянно каждый где-то похороны. И каждый раз понимаю, что это люди, что эти люди те, с которым ты делил свою жизнь. В том смысле тебе даны, например, пусть это будет 70-80 лет, какую-то часть своей жизни, твое время ты уделял этим людям. Год, два, три, где-то жил, был, посчитал, общался. То есть это люди, с которыми ты делил свою жизнь. Люди, которые делили с тобой твою жизнь, с которыми ты вместе стоял, хранил предыдущих умерших вместе. Понимаете? И постоянный стресс. И когда видишь каждого, память просто сходит с ума. Уже просто невозможно эмоционально себя сдерживать, потому что все, кого тут видишь, любого ты знаешь. Очень много нахожу памятников, которые я сам подписывал, выбивал, как это клином выбивал имена. Понимаешь, что и ты будешь в их ряду. О смерти мы никогда не забываем, потому что похорон для нас — это прежде всего. Утром, если в селе есть похорон, ты никуда не уезжаешь. Работа, дела, все это вторично, второстепенно. Потому что с детства нас учили не оставлять за спиной труп. Похорони достойно, а потом иди жить. Помни, что следующий черед будет твой. Что в очереди, в списке ты на одного человека стал ближе к оглавлению. Но с каждым годом смерть, она не страшна, потому что у меня есть надежда, что с этими людьми ты снова встретишься. Вот с тех, смысл без которых в жизни уже как бы... Ну, нет смысла жить, получается, в этой жизни, если не молиться, не поклоняться. Уже скучаешь по этим людям и понимаешь, что только смерть тебе может дать блаженство общения со своими дорогими людьми, начиная со своих родителей, с маленьких братьев, сестер, с друзьями, которых здесь немерено. Так что худо без добра не бывает. Смерть — это исполнение желания. Смерть — это портал в вечность, где пребывает твоя мечта. Я покой не ищу. Благ земных я немного желаю, но хочу, чтобы край мой Соломоновым садом расцвел, чтобы горы всегда на страже отчизны стояли, чтобы вновь их покой не нарушил войны ореол. Я однажды, познав вкус разлуки тяжелый с горами, осознав, что я рыба, а горы мои вода, я молюсь и молюсь, чтобы горы вечно стояли, чтобы в горах меня вечно забрало к себе навсегда. Герцог Красивцева. По обычаю обычно все уже азан, весь Рамадан закончился, ладал. Облдуэл горана хабн марханш. Неизвестно, доживем до следующего весь Рамадан, и поэтому люди празднуют. Все равно, даже выстрелом на праздник наше поколение не радует. Понимаешь, что войну надо отдалять. Не зря Киша Хаджи, наш устаз, великий суфи, говорил: отдаляйся от войны и всего, что напоминает о ней. Война ничего хорошего не принесла никому, кроме тех, кто, позабыв о всем святом, не делает на этом карьеру и бизнес. Тот, кто видел войну, прежде чем сделать шаг навстречу войне, 1000 раз подумает, 1000 раз измерит, а лишь потом отрежет. И понимая, что
отдавать жизнь стоит именно за мир. Ради мира не стоит воевать. Ради мира не стоит воевать, но не больше. Дай Аллах, чтобы мир стал чище. Очистился от войн, от смуты, от всего того, что происходит. Чтобы те сатанисты, которые все это задумали, вечно творят свой кровавый беспредел в этом мире, преследуя свои какие-то геополитические цели, да будут они все прокляты. И пусть те, кто борзы Богом, будут трижды прокляты в этой земле и миру грядущим, где им, вне всякого сомнения, будет уготован ад. Потому что ничего не стоит того, чтобы хоть одну невинную жизнь принести на алтарь своей какой-то цели. И в этот месяц Рамадан 26-го года, конечно, началась война с Ираном. Америка с Израилем напали на Иран. Несмотря на то, что был месяц Рамадан, и первое, что они сделали, убили детей, более 170 девочек до 12 лет, школьниц, и убили духовного лидера, отца Ирана, иранского народа Хаминеи, по сути, олицетворяя собой акт на Пурим, исторический, когда был убит Аман и его 10 детей. То есть на свой праздник кто-то преподнес в жертву отца и детей. Да будут прокляты все, кто исторические какие-то события, которые дорого для определенного народа, обволакивают какие-то сатанистские обертки и на протяжении долгих тысяч лет продвигают этот сатанизм из века в век и хотят внести его в каждый народ, в сознание каждого человека. Но мы знаем, как можно защититься. Уповая Бога, будучи покорным Богу, можно и защитить себя и свое сознание. Покорность Богу есть смысл нашей жизни. Ислам. Покорность означает Богу. И как сказал Гёте, великий немецкий классик, и коль ислам, покорность означает Богу, то жить должны и умирать в исламе.